Только слепой не видел высказывания со стороны ингушей, где они, возвышаясь над остальными кавказцами, твердят, что ингуши — единственный народ, который не покорился имаму Шамилю. По логике ингушей имам Шамиль — это захватчик, который решил захватить Кавказ и его народы. Вот приведу вам одно из таких высказываний, переполненный понтами. Цитата. «Ингуши — единственный народ, который не был сломлен многомиллионной ордой Чингисхана. Единственный народ, который не покорился имаму Чечни и Дагестана Шамилю. Ингуши — это последний защитник Брестской крепости, которого немцы похоронили с честью и салютом. Ингуши — это герои Афганистана и Приштины. Народ, который 9 раз был депортирован, переселен, выслан и выстоял, выжил. Самый малочисленный и самый гордый народ Кавказа». По логике ингушей, имам Шамиль был тираном, который колонизировал народы, а ингуши — единственные, кто противостоял захватчику. Давайте посмотрим, что было на самом деле, узнаем, кто захватчик, кто покорился и кто воевал против оккупанта. Итак, касательно Шамиля глупо было бы что-то доказывать. Весь мир знает, что он боролся за свободу Кавказа против русских. Вот приведу цитату из книги Ахбердил Мухаммада. В 1837 году произошла встреча Шамиля с имперским генералом фон Клюгенау, где между ними произошла мелкая ссора. Дело в том, что по окончании переговоров Наиб Ахбердил встал между Шамилем и генералом, который предложил имаму руку, тем самым препятствуя возможному рукопожатию. В ответ на это Клюгенау махнул костылем в сторону Наиба, на что тот выхватил кинжал. В этот момент Шамиль поймал генеральский костыль и вступился за Наиба, выразив против Клюгенау свой гнев. Благодаря вмешательству штабс-капитана Евдокимова конфликт едва удалось погасить. Мухаммад объяснил поведение своего подчиненного тем, что повелителю правоверных не следует пожимать руку колонизаторам. Конец цитаты. Теперь о том, как Шамиль стал имамом Чечни. После поражения в штурме Ахульго, который начался в июне 12 числа и закончился 22 августа, из Ахульго Шамилю удалось бежать в ночь штурма через пещеры примерно с 2 десятками человек, пишет дагестанский историк Гаджиев. В 1839 году, после тяжелого поражения при Ахульго, Шамиль был вынужден покинуть Дагестан и перебираться в Чечню, где он некоторое время вместе со своей семьей проживал у Батуко-Шатойского в селении Гуш-Корт. Источник – рапорт генерал-адъютант Чернышову об управлении введенным Шамилем в Чечне 20 ноября 1843 года. И 7 марта 1840 года Шамиль по приглашению Исы Гендергеноевского прибыл в Урус-Мартан на съезд чеченских военачальников. Писал об этом начальник центра Кавказской линии генерал-майор Перятинский. На следующий день, 8 марта 1840 года, в доме Исы Гендергеноевского прошел съезд чеченского народа, на котором Шамиль был провозглашен имамом Чечни. Источник Блиев М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. Страница 472. Только самый ярый чеченофоб мог сказать, что чеченцев покорил Шамиль, который, потеряв Дагестан, бежал в Чечню со своей семьей, чтобы выжить. Немыслимо, чтобы один человек мог покорить нас. Но для ингуша, люто ненавидящего чеченский народ, это нормальная практика сочинять такой бред. Придумывая такие нелепые сказки, ингуши пытаются отмазать своих предков, которые добровольно покорились русским всем народам сначала в 1770 году, а потом 1810 год. Я молчу про 90-е годы, где ингуши также не захотели вместе с чеченцами освободиться от России. Теперь узнаем, ингуши непокоренный народ, как заявляют некоторые сказочники, или же ингушей покорили. Записки Ермолова во время управления Грузией, страница 20. Ермолов пишет, цитата: «Там, в вершинах реки Сунжи, живут ингуши, которых мы, а точнее Деникин, покорил за короткий срок». Издеваясь с насмешкой, Ермолов добавляет: «Народ это воинственный, но покорился легко». Вдумайтесь в эти слова: воинственный народ, который покорился без единого выстрела в сторону оккупанта. Как я думаю, Ермолов троллил ингушей, либо он реально дебил.
Также существует акт присяги ингушей, где они всем народом добровольно входят в состав царской России, то есть где они покорились злейшему колонизатору, пришедший на их землю лишь с одной целью – это уничтожить народы Кавказа и экспансия его земель. Акт присяга ингушей начинается со следующих слов, цитата: «Отныне впредь на вечные времена мы, ингушевский вольный и ни от кого независимый народ, считающийся в родах 6 фамилий – Таргимова, Цельмембохова, Агиева, Картугова, Яндиева и Хамхоева и потомство наше его императорскому величеству, всероссийскому государю-императору Александру Павловичу и его наследнику, кто назначен будет, поступаем добровольно в совершенное верноподданническое состояние». Конец цитаты. А в 5 пункте договора ингуш пишет, цитата: «Если чеченцы, карабулаки и прочие неприязненные России народы, где не есть, будут прокладываться воровскими партиями с намерением учинить на российские обозы и команды, проходящие по грузинской дороге, нападения и сделать грабежи и разбои, и мы о том получили сведения, тогда должны мы тотчас давать знать находящемуся у нас российскому начальнику». Конец цитаты. Что мы видим? Первое – это то, что чеченцы непокорный народ, чеченцы неприязненный народ для России. Второе – это то, что ингуши будут доносить русским, когда чеченцы появятся на военно-грузинской дороге. Какие выводы мы делаем, исходя из слов этих ингушей, где сначала клянутся защищать царя, потом подтверждают тот факт, что чеченцы непокорный народ, а потом и вовсе обязуются стукачить русским на чеченцев? Исходя из этого мы видим, что покорнее ингушей народа нет на Кавказе никого. И все попытки ингушей быть потомками непокоримого народа тщетны.